Привет, друзья! С вами компания Прогресс Авто. И сегодня у нас для вас обзор мини-трактора Yanmar AF22 модификации Mark III. Полноприводный японский трактор в комплекте с родной заводской почвофрезой. Представлен у нас в салоне в Туле по адресу на Московское шоссе 28. Немного про этого красавца. На модификации Mark III есть, видим, повышенный клиренс, высокие бортовые. Клиренс у нас составляет порядка 35 сантиметров, позволяет успешно работать по сельскохозяйственным культурам и наносить минимальный им вред, минимальную деформацию. Трактор у нас оснащен трехцилиндровым дизельным двигателем, конечно же, с водяным охлаждением, со свечами накала. Что позволяет нам его успешно эксплуатировать как летом, так и холодной зимой. Благодаря свечам накала движок запускается идеально в морозы. По управлению комплектация очень богатая, в принципе максимальная для этих моделей. Так, с чего начнем? Вал отбора мощности. Вал отбора мощности у нас 4-скоростной с возможностью включения вала отбора мощности в обратную сторону с реверсом вала. В комплексе с 4-скоростной раз, два, три и ходоуменьшитель раздаткой и 4-скоростной коробкой передач. Трактор имеет 16 скоростей вперед и благодаря реверсу переключается на 16 скоростей назад. Благодаря тому, что у нас такое большое количество скоростей, вариантов передачи крутящего момента, мы можем подобрать идеальный режим работы для любой почвы, для любого навесного оборудования. Благодаря режиму ходоуменьшителя на тракторе можно использовать такие вещи, как бара, например, коммунальная, траншея-копатель, рассадо-посадочная машина в сельском хозяйстве, очень полезная вещь, комбайны всевозможные. Так, далее по управлению подрулевой реверс, уже говорил, педаль сцепления, раздельный тормоз право-лево, благодаря нему мы можем развернуться прямо вокруг одного из колес, либо правого, либо левого заднего. Руль у нас с регулировками. Здесь ручной газ, тоже удобно расположен. И управление почвофрезой. Здесь реализованы так, почвофреза у нас ширина обработки 1,60 м, RSB, то есть опять самая богатая почвофреза, оснащена электрическим мотором для регулировки заглубления, оснащена возможностью включения режима грядообразователя прямо с места оператора благодаря этому рычагу. Также оснащена электронным съемом положения горизонта и заглубления. Из преимуществ этой фрезы высокий грядообразователь видим, то есть высокие гряды может делать сразу за собой. И ножи без наработки. То есть трактор у нас не успел, ножи стоят родные, вон они, остатки белой краски янмарской, а выработки 0. Трактор у нас практически не успел поработать фрезой в Японии и был привезен в Россию. Опять же, из небольших преимуществ над многими другими, даже японскими тракторами, он оснащен электрикой сзади. Из приятных вещей у нас здесь в бардачке японцы догадались приклеить все нормы обслуживания марки масел, рекомендуемых производителем, и еще кое-какую информацию по скоростным передачам. Так, дуга безопасности установлена на тракторе. Также на дугу установлен козырек
который защищает нас в непогоду, в какой-то мелкий дождик, в мелкий снегопад. Ну и очень-очень полезен, как я неоднократно слышал от наших пользователей, спасает от солнца. Очень помогает в жаркую солнечную погоду. Так, почва-фреза у нас устанавливается на трехточку через быстросъем. То есть один человек без проблем может эту фрезу отстегнуть, либо повесить обратно. Конечно же, регулировка горизонта, горизонтального положения фрезы. Конечно же, память фрезы. Конечно же, резервный рычаг для поднятия и опускания фрезы, рычаг для заглубления и компьютер для более тонких настроек режима фрезерования. Не уточню про подключаемый полный привод. Полный привод мы можем отключить для экономии топлива, либо включить при усложненной дорожной ситуации. Блокировка заднего моста также помогает на сложных дорожных ситуациях. Вынесенный наружу большой бензобак, точнее соляр-бак, так как трактор у нас дизельный, обратите внимание, позволит, не опасаясь, уезжать на дальние расстояния и эксплуатировать, проводить работу без переживания, не придется с собой брать запасы какие-то горючего. Так, вернемся к дуге безопасности. Дуга безопасности на японских тракторах реализована таким образом, что она действительно обезопашивает оператора в момент переворачивания трактора. Здесь очень плохо видно, но дуга безопасности исполнена из очень толстого металла, профиля трубного. Это самая крепкая по сопромату профиль. И упирается прямо в мост, в задний мост, в коробку. То есть, если у нас трактор с оператором переворачивается, то оператор гарантированно не пострадает. Вот такой замечательный японский помощник ждет вас в компании Прогресс Авто в городе Тула по адресу Новомосковское шоссе, дом 28. Приезжайте на тест-драйв и выбирайте технику для души, для себя и для своей работы. Всем пока, ждем вас в Прогресс Авто.